Вода, ветер, огонь и честь. Когда-то дружили вода, ветер, огонь и честь. Они всегда были вместе, но как-то им понадобилось на время разлучиться, чтобы заняться своими делами. И стали они договариваться, как им потом вновь найти друг друга. Вода сказала, что ее можно найти там, где растет камыш. Ветер сказал, что он всегда находится там, где трепещут листья. Огонь отметил, что его можно найти по идущему вверх дыму. Лишь одна честь стояла молча. Друзья поинтересовались: а почему ты не скажешь нам, как вновь тебя найти? Честь ответила: вы можете покидать друг друга и вновь сходиться, а мне этого не дано. Тот, кто однажды расстался со мною, расстался навсегда и более со мною не встретится. Только один путь. Это путь совместной работы, путь консолидации, возвращения к нашим добрым многовековым традициям. И сегодня мы на юге России это чувствуем, во всяком случае по Ингушетии. Мы все знаем, что русские офицеры, горцы считали за честь служить вместе в одной дивизии, в одном корпусе. Мы знаем, что воины-горцы высоко держали свою честь, они всегда уходили с поля боя последними. Это жизнь. Это жизнь. Многие сейчас, конечно, понимают, что это то, к
чему надо возвращаться. К историческим нашим традициям, обычаям, лучшим, к самобытным.